Раньше на торговых площадках зеленого угла не было свободного места. Все было в автомобилях. Между ними оставались лишь узкие проходы, где едва могли разойтись покупатели. А теперь же площадки почти пустые. А по словам продавцов, уже 70% всех фирм, которые торгуют автомобилями здесь, на зеленом углу, уже ушли с рынка. Те, кто пока еще остались на зеленке, как правило, работают здесь с самого ее основания. Уходить этим продавцам отсюда уже просто некуда. Сейчас они распродают остатки и говорят, что ситуация настолько тяжелой не была даже в черном 2008-м. Тогда рынок постоял лишь несколько месяцев. Нынешний кризис продолжается уже второй год, и с каждым днем ситуация все хуже. Если в неделю машины 3 купленные выйдут, это хорошо, то есть через проходную. А так... Прадики, которые 150-е, которые стоят 2 лимона, это один раз в месяц может выезжать. Цены на авто здесь слишком выросли, в среднем на 25%. Поднимать их продавцы вынуждены из-за постоянно растущего курса валют. Машины в Японии они приобретают за доллары или иены, да и за растаможку уже в России по и без того высоким ставкам приходится платить постоянно дорожающим евро. Раньше Мазду я растамаживал, на 110 тысяч было рублей. Сейчас ее растаможить, она будет 200. Вот 100 тысяч. Из-за этого цены БУ автомобиля и его одноклассника, недавно сошедшего с конвейера, почти сравнялись. К тому же крупные поставщики, чтобы удержаться на рынке, вынуждены существенно снижать цены. Портрет покупателя дилерского центра все же изменился. Ранее клиенты выбирали автомобили с полными опциями, полнокомплектно, еще и докупали тюнинг там, на 10-15% от стоимости автомобиля. То сейчас стараются выбрать более экономичную модель в линейках. Но, тем не менее, мы видим даже некоторый рост спроса. В Приморье доля машин, купленных в дилерских центрах, пока составляет всего 4% от общего числа приобретенных авто. По прогнозам экспертов, в ближайшее время эта цифра будет расти до среднего по стране показателя в 30%. А это значит, что БУ автомобиля все равно останутся на рынке. И, как говорят продавцы, зеленый угол все равно никуда не денется, ведь его закрытие для Владивостока – это все равно, что снос моста или памятника. Мария Нетребенко, Александр Астафьев и Максим Коленник. Вести Приморья.